В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. В сезон отпусков дачного сезона зачастую граждане подвергаются посягательству на свою собственность. О том, какие виды краж чаще всего происходят в летнее время, какова раскрываемость и как обезопасить себя от воров, мы поговорим сегодня со старшим оперуполномоченным по особо важным делам Управления уголовного розыска МВД по республике Николаем Викуловым. Николай Николаевич, здравствуйте. Добрый день, Юлия. Какова оперативная обстановка в республике, в частности в столице, с кражами? На сегодняшний день 2018 года на территории республики у нас зарегистрировано примерно 5500 преступлений. Из них, в частности, столицы, у нас зарегистрировано 2093 кражи чужого имущества. А каковы тенденции по сравнению с предыдущими годами? Сокращается количество краж или увеличивается? Если взять аналогичный период прошлого года, 2017, то на территории республики зарегистрировано 2691 кража. То есть мы видим снижение регистрации по данной категории преступлений. А с чем это связано? Я думаю, это связано все-таки с профилактикой органов внутренних дел. А какие виды преступлений характерны в летний период? В летний период у нас идет, в начале лета, скорее всего, правильно сказать, у нас идет рост заявлений дачников, так называемых, да, люди, которые открывают дачный сезон, и в отношении них, получается, совершается кража личного имущества с дач. Также актуальны у нас идут кражи велосипедов, это только летний период времени, соответственно. Не намного, но чуть-чуть у нас возрастает число грабежей на территории города Якутска. А в городах Якутии картина чем-то отличается? И какие преступления имущественного характера там распространены? В городах Якутии? Да. Я думаю, в принципе, картина не отличается, только регистрация преступлений меньше. А из какие преступления распространены, я бы отметил все-таки Алданские и Нерюбинские районы, так как там все-таки большее количество зарегистрировано мошеннических действий, и краж с банковских карт. А вот почему там такие преступления распространены? Если взять мое личное предположение, скорее всего, то, что там в основном проживает население, которое работает, то есть люди приезжают вахтовым методом работать, не местные, так скажем. Но я думаю, они больше подвергнуты все-таки мошенническим действиям. И мошенники об этом знают? Или как? Или им просто везет? Нет, просто везет. А есть ли рейтинг по городам, где безопаснее всего ходить ночью, к примеру? Такого рейтинга сотрудники органов внутренних дел не ведут. А безопасно ли ходить ночью? Я думаю, безопасно. Просто можно было соблюдать небольшие, скажем так, меры предосторожности, из той серии, чтобы не вступать в конфликты с группой лиц в алкогольном опьянении, не ходить по темным переулкам, больше по светлым, что-то в этом духе. А часто в сводках в это время года мелькают сообщения о велосипедных кражах, вы уже об этом сказали. Сейчас как с этим дела обстоят? Вы в начале лета сказали часто, а сейчас? По идее, категория данных преступлений, она во весь летний период идет. На сегодняшний день у нас зарегистрировано порядка 110 уголовных дел по данной категории. Здесь бы хотелось на самом деле обратиться к владельцам велосипедов, потому что, наверное, 75–80% краж велосипедов, они происходят путем свободного доступа. Имеется в виду, люди просто оставляют свои велосипеды на лестничных площадках, облокачивают их на лестницу, опять же, на газон ложат, на детских площадках оставляют. То есть любое лицо, которое может пройти мимо, оно может свободным доступом завладеть транспортным средством его, и, собственно, уехать. А оставляют они их на долгий период времени, то есть ночь, то есть 12 часов, 10 часов. Таких преступлений много. А как вы раскрываете эти дела и как часто они раскрываются? Порядка 50% от 110 оно раскрыто. Порядка этого. А как вы ищете украденный велосипед? По-разному, скажем так. Человек сам может найти? Где-то видим, находим очевидцев, смотрим по продаже через интернет, и тому подобное. А человек сам может найти? Может, он сам находит тоже в интернете? Конечно, может, да. Где-то гуляют по улице, видят свой велосипед, лицо, у кого украли, он же знает определенные особенности своего велосипеда. В принципе, да, возможно. А там какие-то опознавательные знаки секретные, может быть, есть? Там на раме есть номер. А в остальном, можно его перекрасить, в принципе. А если использовать замок, то так не воруют, только которые остались без, не пристегнуты? Нет, остальной процент, около 20, да, они тросиком прикрепляют их, и некоторые заводят в подъезд, оставляют. Но все равно это не спасет, скажем так, от совершенного в отношении преступления.
Бывает такое. Мгм. А как обезопасить свое имущество дачникам? Ну, здесь, если можно коротко ответить, да, если вы хотите обезопасить свое имущество, не оставляйте его на даче. Потому что зима у нас долгая, это очень большой промежуток времени. Ну, как бы, лучше забрать технику с собой. Потому что, как правило, с дачи у нас совершаются кража электроинструментов, кража электроники, там, телевизоры и тому подобное. Лучше, я думаю, не стоит оставлять на долгий период времени их. А сезон квартирных краж такой бывает и когда он? Нет, такого не бывает. Они совершаются почти постоянно. А как с раскрываемостью преступлений имущественного характера? На сегодняшний день у нас именно имущественного характера совершено 2392 преступления. Если сравнить, опять же, с аналогичным периодом прошлого года, это 2768. То есть, опять же, у нас идет снижение. Процент раскрываемости составляет почти более 50%. Вы уже говорили о мобильных мошенничествах, они актуальны в любое время года. Какая работа проводится по предотвращению такого вида преступлений? Сотрудники МВД, ОВД, да, на постоянной основе они проводят профилактику такого вида такого вида преступления. То есть везде в СМИ, через интернет, Инстаграм и тому подобное, да, везде пытаются донести до граждан, чтобы они не сообщали свои личные данные, не сообщали пин-коды свои, номера карт, сообщения из СМС, которые с ней просят. Здесь хотелось бы немножко остановиться, да, и привести один пример. Нами вот буквально недавно, да, была задержана группа не из Якутии, да, а из другого региона России, которая непосредственно занималась вот таким видом преступления. И именно потерпевшие, они являлись владельцами, держателями банковской карты ВТБ-24. Получается, данные люди, когда вот через мобильный банк вот, там, пытаешься перевести деньги другому человеку через сотовый телефон, там выходит имя, отчество и первая буква фамилии. То есть они звонили не просто как сотрудники банка представлялись, они звонили именно уважаемый, имя, отчество, ваша карта заблокирована, как бы, и просили предоставить определенные данные. Ну, то есть код из СМС-сообщения, номер карты, проверочный код. После получения этой информации подключались к мобильному банку ВТБ-24, ну и, соответственно, совершали хищение денежных средств. То есть, к чему призываю людей, повторюсь еще раз, не сообщайте никому свои личные данные, банковские карты, СМС-коды и все тому подобное. Если у вас возник такой момент, как бы, я советую обратиться либо в горячую линию, ну, лучше прийти, конечно, в банк. Горячая линия написана, по-моему, на всех карточках сзади, если не ошибаюсь. И там еще один был момент, вот именно у этой группы. Если ранее звонки осуществлялись с номеров мобильных компаний, то есть МТС, Билайн, Мегафон, других регионов, то эти граждане, да, они звонили с номеров 8800. То есть люди, когда уже звонили с 8800, думали, что это как бы действительно колл-центр банка звонит. Вот такой момент. А какие еще есть новые виды мошенничества, чтобы людям быть готовыми? Ну, пока все осталось старое, это из той серии, что СМС-сообщение «Мама, я попал в аварию», потом «Ваша карта заблокирована». И очень много, сейчас большой рост идет, кто продает через интернет какую-либо, ну, свои вещи, скажем так. То есть квартиры, технику бытовую и тому подобное. И люди просят перевести им деньги. Пока переводят, узнают, опять же, код проверочный подключения к мобильному банку, подключается и совершают хищение. А насколько трудоемко вот раскрытие таких преступлений? Ну, трудоемко долго, так скажем. Сколько оперативных работников? У нас 5 человек занимаются этим в МВД. И, если я не ошибаюсь, человека 4 в городе. Ну, сотрудника 4 в городе. А какой вы можете дать совет тем, кто стал жертвой грабежа, кражи, угона или мошенничества? Как вести себя, если это случилось, и на что обратить внимание, какие необходимо шаги в первую очередь предпринять? Ну, первоначально сразу же хотелось бы попросить этих лиц, да, скажем, этих граждан, чтобы они сразу незамедлительно обратились в органы внутренних дел. Потому что бывают такие обращения, которые через 2 недели, через месяц, ну и очень долгий период времени, и за этот период времени теряется просто, скажем так, вещественное доказательство. То есть потом сложнее раскрывать, скажем так, разные категории преступлений. Ну, если взять, к примеру, грабеж, то, ну, тяжело, конечно, об этом говорить, когда в отношении человека совершается преступление, да, но попытаться запомнить все-таки на тебя человека. То есть приметы, лицо, может, татуировки, чтобы потом было попроще, скажем так, его найти. А как можно содействовать раскрытию преступления?
Пострадавшим. Пострадавшим содействие раскрытию преступлений? Да. Ну, даже не знаю, наверное, лучше не содействовать, мы сами знаем, что делать. Ну вот следователю он как-то не может помочь. Ну, почему может? Все могут как бы попробовать найти свое краденое имущество, также путем через объявление. Ну, в принципе, я даже не знаю, как говорить. Спасибо большое за беседу, что пришли к нам в студию. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Мы говорили о раскрытии и профилактике краж. Всего доброго и до встречи в эфире.